Восьмую партию гуманитарной помощи отправила Коми в Донбасс. В третий раз она едет непосредственно в подшефный нашей республики город Ровеньки Луганской Народной Республики. 20-тонная фура с учебниками, товарами первой необходимости, медикаментами и пиломатериалами выехала из Сыктывкара сегодня рано утром. Ксения Лосева продолжит. Здесь и книги, там дальше книги на Донбассу, да. Книги, которые собрали и местное отделение. Вот из них мы видим книги. Последние приготовления, напутствие водителю и можно выдвигаться в путь. В фуре с яркой надписью «Жителям Донбасса» от жителей Коми предстоит преодолеть более 2000 километров. Машина будет ехать до пункта назначения по так называемому «зеленому коридору», преодолевая посты ДПС и автомобильные пробки. Это люди собирают от души и от сердца. Вот каждое, все, чтобы вот в этой и в предыдущих машинах не было, будь это даже пиломатериалы, они все равно собраны и отданы от сердца и с душой. В этот раз мы еще добавили для ребятишек из города Ровеньки, наш подшефный город, учебники, школьные принадлежности, чего мы просим, и люди откликаются, и люди организации, руководители организации. Поэтому всем низкий душевный поклон. Помимо книг и медикаментов, Коми отправляет и пиломатериалы. 20 кубометров обрезной доски предоставило одно из предприятий Усть-Вымского района. Материал сразу пойдет в дело. Несмотря на то, что в Ровеньках Луганской Народной Республики не было активных боевых действий, городская инфраструктура сильно изношена. Доска пойдет на оформление детских и спортивных площадок, а также в детские сады. Здесь их не ремонтировали более 30 лет. Хочется, конечно, помочь. Впереди еще и зима у нас, да. Хочется, чтобы людям было тепло, уютно. Поэтому мы готовы помогать, никогда не отказываемся. И очень, конечно, радостно и, наверное, даже гордость за наш народ, что люди не отказываются, помогают. Для подшефного города это уже третья партия помощи. Ровеньки получили из республики уже 50 тонн груза. Всего с учетом этой партии из Коми в Донецкую и Луганскую Народные Республики направлено 155 тонн, собранных волонтерским центром партии «Единая Россия». Кроме того, еще 80 тонн пиломатериалов помогли собрать и отправить совместно с предприятиями общественное движение «Народный фронт» и компания РЖД. Ксения Лосева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.